Здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья! На «Эхе Москвы» в Уфе «Уфимский разворот» в прямом эфире. И сегодня вас приветствует Алексей Лучинин. И Руслан Валиев. Здравствуйте. А также Никита Полянин за звукорежиссерским пультом, также вместе с вами. Я напомню, что мы принимаем ваши сообщения, реплики, вопросы по поводу того, что мы обсуждаем, по номеру для смс-ок и сообщений в Телеграме +7 927 304 10 51, а также транслируем наш эфир в Фейсбуке и на Ютубе, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Сегодня 15 сентября, середина первого осеннего месяца, вот так незаметно уже подкралась, и на улице стало холодать. А у нас план будет обычным, почитаем прессу, послушаем фрагмент программы «Актуальные в деталях». Вчера мы обсуждали выборы, прошедшие в минувшие выходные. Рустем Ахмадинуров, глава «Единой России» в Башкирии, был гостем. Отсюда будет фрагмент. Поголосуем на тему очередных, пока еще не подтвержденных слухов по поводу назначения Андрея Назарова премьер-министром республики. Во второй части обсудим тему защиты Куштау, тему кинематографа, режиссуры с нашим гостем Риязом Исхаковым. Он будет в гостях здесь, поэтому также вы можете и ему тоже вопросы свои присылать. В общем, план у нас стандартный, поэтому начнем сразу с обзора прессы. Скажу в двух словах, что суды Башкирии отреагировали на обращение журналистского сообщества Уфы и Республики. Среди этих обратившихся были и мы, «Эхо Москвы» в Уфе. Мы обратили все вместе с коллегами внимание, что суды стали все чаще вести себя закрытым образом, оправдываясь коронавирусом. Судьи зачастую не пускали журналистов в последнее время на процессы, даже на те процессы, которые шли официально в открытом режиме. Вот на это мы обратили внимание. Суды, в общем, ответили. Единая пресс-служба опубликовала ответ, в котором говорится, что, в принципе, сейчас ограничения сняты, ходить можно, но судьи индивидуально принимают решения и имеют на это право. Ну, в общем, некий такой посыл, что вроде как, ребят, мы вас услышали, будем пускать, но в то же время судьям оставляется право, но у них и раньше было, да, принимать решения индивидуально, пускать людей, наблюдателей, журналистов, или не пускать на тот или иной судебный процесс. Посмотрим, что будет из этого вытекать дальше, будут ли пускать, не будет ли каких-то препонов, но это уже на практике, как говорится, будет решаться. Очень интересная новость о Медиакор сети. Вышел материал про протестные настроения в Республике Башкортостан, и, собственно говоря, журналисты Медиакор сети опросили многих политологов и выявили несколько интересных точек зрения, как раз-таки почему происходят протесты, что на Куштау, что с РМК на Крыктатау, и про тех же самых обманутых дольщиков. И вот такие основные точки зрения, вышли точки зрения. Первое — это то, что у нас зарождается, такое сказать, гражданское общество. Второе, что это такие некие современные тенденции, смотря там на Беларусь, например, да, и другие регионы. Потом это тот момент, что люди дошли до точки кипения, и что вот эти экономические обещания чиновников уже ничего не оправдывают. Вот. И такая последняя точка зрения, что некие организации просто хотят показать свои зубы. Вот. Все-таки, мне кажется, Руслан, это, конечно, зарождение гражданского общества у нас в республике. Слушай, вот все озвученные точки зрения, мне кажется, находят свое отражение в этой истории, в этих процессах. Так или иначе, все это важно. Может быть, даже и еще какие-то факторы есть, но вот основные, на мой взгляд, перечисленные, ты их правильно здесь вот процитировал, выудив, так скажем, ключевые мысли политологов, которые комментировали Медиакор сети эту историю. Да, важно. Вот молодцы коллеги, собрали все в одном месте, поэтому рекомендую к вам тоже почитать эту статью. Как она, кстати, называется? «Протестное настроение жителей Башкирии не убывает. Почему?» объясняют политологи. Дальше. Значит, надо сказать, что по выборам, конечно, публикации продолжаются по поводу итогов выборов минувшие выходные, которые завершились в воскресенье. В частности, вот нам издания напоминают, что не только в регионах, Башкирии это все происходило, но и в Уфе происходили выборы, и вице-мэр Салават Хусаинов избрался депутатом Курултая по Новиковскому округу, в общем, что неудивительно, да, и Уразметов, бывший глава Чешминского района, также стал депутатом Курултая на этих самых довыборах, что, опять же, не вызвало никаких удивлений.
Вот. Я от себя добавлю наблюдение. Это сейчас не материал какой-то прессы или СМИ. Посмотрел я повнимательнее результаты выборов в Нефтекамске, где мы были в воскресенье. Что интересно, партия «Яблоко» набирает около 15% на всех участках, где были наблюдатели от этой самой партии «Яблоко» и члены избирательных комиссий от «Яблока». Там, где их не было, у них намного меньше 5%. И в среднем по городу тоже меньше 5%. Таким образом, партия не проходит в Горсовет Нефтекамска. И, в общем, это красноречивый вывод для всех, не только для самих яблочников, но и для всех, кто хочет заниматься политикой, хочет как-то баллотироваться и выигрывать. То есть, действительно, несмотря на все сложности, несмотря на все попытки нарушений, злоупотребления и фальсификаций, которые могли иметь место быть, активная позиция, наблюдение, участие деятельное в этих процессах, оно все-таки позволяет набрать, если не большинство, то, по крайней мере, вот эту вот пороговую сумму, которая позволит одномандатному ли депутату или партии в целом пройти в то или иное законодательное собрание. Я думаю, что цифры окончательно еще само движение «Голос» и сама партия «Яблоко» подобьет, подсчитает и опубликует. Мы, конечно, об этом еще будем говорить неоднократно. Что у тебя еще есть? Издание УФА-1 узнало у экспертов, что же за такая картинка с проектом переустройства парка Ватан гуляет в интернете, на которую как раз-таки многие жители агрессируют. Такая еще одна бетонная массовая такая история. Да, оказалось все куда прозаичней. УФА-1 узнали у председателя Совета по правам человека Башкирии Владимира Барабаша. Собственно говоря, никакой это не проект, и ничего подобного не планируется. Это всего лишь... Работа, победившая в конкурсе, я так понимаю. В конкурсе молодых архитекторов это, России. Конечно, проект, но это еще не принятое решение, которое будет реализовываться у нас в парке Ватан. Да, и что интересно, например, работа, которая заняла 2-е место, тоже касается благоустройства парка Ватан, и там как раз-таки наоборот, как, цитирую, чуть ли не все поле засеянное пшеницей. Угу. Вот, кстати, в «Коммерсанте» интересный разбор. Значит, фирма, работающая в интересах Союза журналистов Башкирии, купила контрольный пакет предприятий, контролирующих медиа-активы покойного предпринимателя Сиропа Бабаяна. Это частота радиостанции «Первый канал» и 103 FM. Вот даже не скажу, что там до последнего момента вещала. Приобрела, но сделка не вступила в законную силу, потому что один из миноритарных акционеров, значит, этой компании пока еще не согласовал эту сделку. Что важно, якобы, по данным «Коммерсанта», вот эта сделка по покупке активов, она была инициирована не откуда-то, а именно из Белого дома соответствующими чиновниками. То есть под контроль нашего правительства попадают еще 2 частоты радиостанций нашего города. 101,6, соответственно, и 103. Что там будет ли что-то вообще, мы, конечно, пока не знаем, но можно лишь догадываться. То есть, возможно, появится что-то общественно-политического направления. Не знаю, хотя куда еще, да, столько. И так мы уже есть на этом поприще. Вот, это в «Коммерсанте» вы можете посчитать. А в «Медиакурсети» большой разбор истории с общественным транспортом, в частности, с электротранспортом. Троллейбусы в Уфе реанимируют повышением стоимости проезда и сокращением сотрудников. Таков заголовок. МОЭТ, напоминает нам коллеги, 5 лет продолжает процедуру банкротства, задолжал кредиторам 628 миллионов рублей. Троллейбусный парк продолжает быть изношенным на 98%. Кстати, интересно, вот это число 98, оно уже 2 года как фигурирует. С тех пор ни меньше не стало, ни больше не стало. Можно подумать, что 2 года троллейбусы и трамваи не устаревали. Стабильность. Видимо, до 100% изношенности как-то вот не совсем, не камильфо, как говорится, довести. Поэтому вот это число сохранилось и зафиксировалось. Сколько лет не прошло бы, 98% износа не меняется. Так вот, к концу 2021 года планируется, что при этом парк этот самый будет обновляться каким-то образом, в том числе за счет вот таких мер оптимизации, повышения стоимости, сокращения сотрудников и... Ну, пожалуй, и все. Наверное, и ожидание еще субсидий со стороны государства, со стороны муниципалитета, которому принадлежит непосредственно городской транспорт. Но может, Москва с нами троллейбусами поделится? Вот не знаю, если просить начнем. Хотя, опять же, автоэксперты всякий раз говорят, что Москва давно уже начала делиться, люди уже получают, а Уфа осталась Саратов в стороне. Саратов троллейбусов получил. Еще и Саратов. Кстати, про него я не слышал. Вот. Но, опять же, напомню, что люди, разбирающиеся в этой истории, вот Олег Арефьев, в частности, у нас в студии не раз уже говорил, что
закупать троллейбусы и трамваи просто-напросто и пускать на существующие линии в Уфе — это бессмысленная история. Парк, конечно, обновится, но от этого финансовая эффективность и, самое главное, полезность для жителей от этого не улучшится. Да? Нужно пересматривать маршрутную линию, нужно обновлять трамвайные пути. Что касается трамваев, нужно обновлять электрические провода у троллейбусных линий и повышать скорость передвижения, чтобы это был конкурентный транспорт, удобный, выгодный с точки зрения цены и таким же, чтобы он безопасным с точки зрения экологии оставался. В общем, с точки зрения экологии он и сейчас нормален, но люди этим транспортом, к сожалению, особо не пользуются. К сожалению, как раз-таки пользуются только самые малозащищенные слои населения, и как раз-таки повышение стоимости проезда может окончательно вонзить нож в электрический транспорт. Слушай, да, интересно. Вот если говорить о тех, кто все-таки живыми деньгами платит, но пользуются троллейбусами для того, чтобы сэкономить, они же могут пересесть действительно, если цена повысится. Какая будет разница им ехать на трамвае или на маршрутке там, частного перевозчика или Башавтотранса? Да, вопрос. Системного подхода в этом направлении как не было, так и нет, поэтому все вот эти вот разовые какие-то заявления и закупка новой техники, вот на мой такой субъективный взгляд, ничего не меняет. Так, что еще? Есть что-нибудь почитать? Да, издание УФА-1 пишет о том, что наконец-то свершилось, уже давно обсуждалось. Уфимская мэрия вынесла на обсуждение проект «Дизайн кода города». Наконец-то улицы, витрины будут в едином каком-то стиле. Я бы не был так уверен. Обсуждение дизайн-кода — это еще не означает, что у нас что-то изменится и будет в едином стиле. Само по себе обсуждение, вот ключевое слово, да? Уже большой шаг, да. Это шаг. Именно что администрация не приняла решение и опубликовала его у себя на сайте, а вынесла что-то там на обсуждение. Значит, возможно, есть шанс каким-то образом на это повлиять. Но опять же, есть шанс. Мы не можем быть уверены, что это обсуждение приведет к каким-то изменениям. Хотя я не утверждаю, что вот этот проект, он является плохим. Может, он уже хороший, да? Может быть, в результате обсуждения его и нужно принять и стремиться к его реализации. Потому что все-таки с точки зрения тех же вывесок в нашем городе, наверное, надо признать, что ситуация становится лучше. Вот этой аляпистости, пестроты, которая остается у нас в городах поменьше, в Уфе на центральных линиях, красных, точнее, линиях, уже не стало. Вывески стали более лаконичными, аккуратными, как-то они вписываются уже в фасады зданий. Опять же, здесь можно поспорить с архитекторами, рассуждаю как обычный горожанин, как наблюдатель. Кстати, пишите, если у вас есть на этот счет свое мнение, +7 927 304 1051, пожалуйста, не забывайте подписываться, а мы самые интересные ваши сообщения зачитаем в прямом эфире. Так, что, закончим обзор прессы тогда. Сейчас послушаем фрагмент программы «Актуальные в деталях». Вчера в гостях Айдара Ахмадиева, помимо меня, был руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров. Конечно, мы итоги выборов обсуждали предварительные. В частности, то, что мы с самим Айдаром наблюдали в Нефтекамске, а мы наблюдали там всякое разное. В частности, не совсем корректное поведение одного из кандидатов единороссов, Решата Гарипова, который пытался запретить нам вести съемку на участке, закрывал руками нашу камеру, не очень лестно, мягко говоря, выражался и даже пытался угрожать судами по поводу того, что вот мы якобы, дескать, нарушили его там личное пространство и, как это сказать-то, я не знаю, воспользовались, получается, персональными данными, да, и опубличить их попытались. Там был еще и член ТИКа местного нефтекамского, который пытался нас призывать снимать происходящее, но не снимать его лица. Вот очень интересная была формулировка. Я силился понять, а как же это мы можем сделать, да? Снимать происходящее с его участием, но не снимать его лицо. При том, что он был в маске, и лица и так особо не видно. Кстати, видеоролики с этих событий у нас выложены в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Рекомендую посмотреть. Довольно красноречивая история. Там интервью и с председателем ТИКа, и с председателем УИКа, и с наблюдателями. И вот эти вот эпизоды, когда мы пытались все-таки понять, что же нам делать дальше, да, снимать нам на участке или нет. Вот. По этому поводу, в принципе, и в целом по выборам мы поговорили с Рустемом Ахмадинуровым вчера. Когда говорили про кандидатов единороссов, вы сказали, что были пожелания, чтобы они активно шли в народ, общались с людьми, ходили по дворам и так далее. Мы такую установку давали. Вот. Что по поводу нашего кандидата вы скажете? Ралиф Гарипов его зовут. Да. Ходил ли он, есть ли у вас какие-то данные? В итоге-то он победил, мы уже скажем, да, наперед? Он ходил, и поэтому и переживал. Эти люди, они вот впервые там участвуют, как вот этот же Хусаинов Рустем. Они очень эмоционально все это Хусаинов Рустем, он считал, что глава администрации его там не будет пускать, и
и требовал, чтобы не было какого-то админресурса. То есть мой кандидат требовал от меня, чтобы... Здесь тоже они, как люди, которые привыкли в бизнесе работать кулаками, там, локтями, там, да, условно говоря, расталкивая, здесь они тоже пытаются отстаивать свою позицию, может быть, не совсем вот правильно. То есть понятно было, что снимать возможно по законодательству. Но он говорил как гражданин, что в смысле вы не снимайте меня все равно. Вы можете снимать, может быть, вообще, но меня лично не снимайте. Он имел право как гражданин по этому поводу. Нет, дело в том, что как депутата снимать нельзя. В данном случае... Как депутата? Как кандидата в депутаты, да. В данном случае он был кандидатом, поэтому снимать его... Ну, вообще это странно. Вы не думаете, что кандидат, который идет, как бы, его выбирает народ, якобы, да? Который должен стремиться к тому, да, чтобы его снимали, по идее. Он закрывает, во-первых, он очень агрессивно общался с нами, я отмечу. Закрывал нам камеру, ну и совершенно вел себя неадекватно, плюс потом еще подсоединился некий Александр Плющ, это член территориальной избирательной комиссии Нефтекамска, тоже вот Единой России, насколько мы успели понять, он да? себя еще более вызывающе. Он, фактически, он говорил, не провоцируйте меня, и там было такое поведение, я боялся за Руслана, что сейчас ему прилетит просто кулаком по лицу. А вы, как руководитель партии фактически в нашем регионе, да, вы должны принять какие-то действия, потому что в данном случае поведение членов партии Единая Россия, ну, это совершенно недопустимо. Это же удар по репутации. Ну, надо разобраться, является ли он членом партии, даже если он представитель от нашей партии с правом решающего голоса. У меня совещательного голоса. У меня вчера член партии с молодой гвардии сидела наблюдателем, я выяснил, на участке в Нефтекамске и требовала там какие-то документы от молодой гвардии Единой России. Я говорю, ты от кого? Она говорит, от КПРФ. Наблюдайте. Но, в смысле, я не могу нести ответственность за каждого члена совещательного голоса. Если это член партии, мы можем разобраться. Конечно, угрозы и так далее. Мы говорили, что вызывать надо правоохранительные органы, милицию, разбираться. Но я о другом. В 2013 году, когда я сам избирался, я помню, что Караваева Дмитрия, юриста, выносили со 102-го участка на руках. Депутата Госдумы Ломакина от «Справедливой России», депутата Госдумы, выносили на руках с другого участка в Октябрьском районе. Сегодня я вижу, открываю вот по нарушениям, и вижу, что какой-то депутат и член комиссии не разрешает снимать. Но на самом деле уровень конфликтности, он все равно упал. Снизился, да? То есть надо этому порадоваться. Но, во всяком случае, если через 7 лет смотришь на это, то при этом вот мы же не были там, но, может быть, где-то кто-то ему что-то там сказал. Но разбираться надо. В таких случаях это слово за слово, кто-то что-то там оскорбляется, но реально не было никаких физических, я надеюсь, на этом все было закончено, да. Ну, правда, были такие намеки о том, что вот мы дальше будем действовать, будем санкции применять. Но вы уехали спокойно, вы в Нефтекамске, вас ничего, шины не проснули? Нет, в этом смысле все хорошо. Да, шины, к счастью, никто не проколол, все нормально, мы живы-здоровы, вернулись к 5 утра вчера в Уфу и, в общем, вышли на работу, как вы знаете уже. Это был Рустем Ахмадинуров в гостях программы «Актуально в деталях». Полная версия эфира у нас в Ютубе выложена, в Фейсбуке есть, и ссылка в Телеграм-канале также есть, поэтому на Телеграм-канал, кто еще не успел, еще раз повторю и не устану это делать дальше, подписывайтесь на этот самый Телеграм-канал. Тем временем депутатам Башкирии предложат согласовать Андрея Назарова на должность премьер-министра. Об этом вышла статья «Коммерсанта». Источник издания им об этом сообщил. Какой именно источник, здесь не говорится. Оказывается, заседание, которое планируется 17 сентября, помимо 40 вопросов, которые туда запланированы, будет посвящено также и этой проблеме, якобы. И, соответственно, тут возникают воспоминания, с чего все это начиналось. А началось это довольно-таки давно. Когда Андрей Назаров пришел в правительство Радия Хабирова, он сразу выделился тем, что он стал не просто вице-премьером, но и первым вице-премьером, и с тех пор он всегда фигурирует рядом с Радием Хабировым на оперативных совещаниях, как минимум, да, и по большому счету ключевые проблемы и вопросы поручаются именно ему. И особо так никто и не скрывал никогда, и сам Ради Хабиров, в том, что, по сути, Андрей Назаров — это никто иной, как премьер-министр. Но формально этого решения принято не было. И многие наблюдатели в нашей студии, в частности, политологи, говорили, что это решение не было принято из-за того, что не было согласовано оно в Москве. Как известно, в администрации президента
президента России согласовывают все ключевые кадровые решения не только в Москве, но и в регионах. Это, конечно, вот должности вроде премьер-министров, это должности мэров крупнейших городов, столичных городов, таких как Уфа, например. Все у нас вот таким образом, ну, если не решается там, то как минимум согласовывается. Опять же, я вот сказал, всем известно, оговорился, принято так считать. Политологи, наблюдатели, журналисты так считают, и, наверное, не без оснований. Другое дело, что каких-то официальных документов на этот счет нет. Вопрос к вам, друзья, довольно-таки простой на этот счет. Если вы считаете, что вот это хорошо, если все-таки случится назначение Андрея Назарова премьер-министром, замечательно, пусть уж в конце концов будет премьером. Возможно, у него все-таки и полномочий больше станет. Короче говоря, для нашей с вами жизни это позитивный факт. 262 72 47, если вы позитивно это воспринимаете. Если вы это воспринимаете нейтрально или, может быть, даже отрицательно, должность не имеет значения, он и так, в принципе, занимается всем тем, чем мог бы и должен был бы заниматься. Либо вообще вы считаете, что это минус для нашей с вами республики. Ваш телефон 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, возможное скорое утверждение Андрея Назарова в качестве премьер-министра Башкортостана для вас позитивный момент. 262 72 47 – это нейтральный, либо даже негативный момент. 262 72 48. Вот что думаешь ты? На самом деле картина неоднозначная, хотя в целом, мне кажется, ничего и не поменяется с учетом того, что вот его поставят. Знаешь, я скажу, это позитив. Вот я всегда же выступаю за что? За то, чтобы регионы все-таки, были более самостоятельными, да, в этом смысле я федералист. И всякий раз, когда возникает вот что-то, что подтверждает, что полномочий у регионов не хватает, а это вот тот самый пример, меня это расстраивает. И поэтому, если в этой истории все-таки удастся поставить вот такую вот промежуточную точку, то есть добиться таки назначения Андрея Назарова, раз уж того захотела республика в лице главы этой республики, то это позитив, да, то есть нужно все-таки уметь продавливать свое мнение, свое решение и добиваться от Москвы решений, которые, на взгляд руководства региона, должны региону помочь. Вот в этом смысле позитив. Я сейчас не оцениваю какие-то там деловые качества, уже достигнутые успехи и того, что будет дальше, но, наверное, все-таки сказал А, скажи и Б, и добейся того, чтобы тебе разрешили это сделать. Вот в этом смысле я как бы позитивно оцениваю эту историю. 262 72 47, телефон для тех, кто также эту историю позитивно оценивает. 262 72 48, номер телефона для тех, кому либо все равно, либо вы считаете, что это все плохо. Итак, 5 секунд, и мы подведем итоги. Цифры в последний момент немножко изменились чуть-чуть, но особо не изменились по итогу. 20% лишь говорят, что это позитив, и 80% говорят, что ничего хорошего в назначении Назарова премьером не будет. Спасибо за активность, мы уходим на новости, скоро вернемся. В Москве 6:30. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Нью-Йорк Таймс утверждает, что Алексей Навальный намерен после отравления вернуться в Россию. По сведениям издания, политик сказал немецкому прокурору, что полностью осознает, что с ним произошло, и собирается продолжить свое дело. Накануне власти Германии сообщили, что отравление Алексея Навального запрещенным химическим оружием «Новичок» подтвердили 2 независимые лаборатории во Франции и в Швеции. Вчера немецкие врачи из клиники Шарите сказали, что политик может вставать с кровати. В Кремле заявили, что Россия расформирует резерв силовиков у границы с Белоруссией. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, об этом договорились лидеры двух стран на встрече в Сочи. О создании такого резерва для возможной помощи Минску Путин сказал в конце августа. Еще одним публичным итогом прошедших переговоров стало решение руководства России выделить Белоруссии кредит в $1,5 миллиарда. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую Литва признала избранным лидером страны, отметила, что деньгами российских налогоплательщиков будут оплачены побои белорусов.
Аэрофлот с этого дня ограничил перевозку животных. Будет действовать правило: 1 пассажир старше 18, 1 питомец. Щенков и котят до 6 месяцев разрешается поместить до 3 в один контейнер. Если нужно перевезти более 2 животных, в пресс-службе компании предложили воспользоваться услугами ее грузового подразделения, передает РБК. Аэрофлот обещал пересмотреть правила перевозки животных в конце января после гибели у одного из пассажиров 2 котов. Власти США решили запретить импорт из китайского Синьцзяня. Под ограничение подпадают в том числе одежда и товары из хлопка, комплектующие для компьютеров, средства для ухода за волосами. Как пишет издание Axios, в Вашингтоне запрет объясняют тем, что эти товары в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая были произведены в результате принудительного труда. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, где, по данным западных СМИ, содержатся более 1 миллиона уйгуров и других мусульман. Ученые США и Британии обнаружили признаки возможной жизни на Венере. Специалисты из Массачусетского технологического университета и Кардифского университета с помощью телескопов на Гавайях и в Чили нашли газ фосфин. Для человека он ядовит. Его концентрация на Венере всего 20 частиц на миллиард, передает РИА Новости. На Земле фосфин производят микроорганизмы, которым не нужен кислород. В прошлом году астрофизики стали рассматривать наличие фосфина в атмосферах других планет как признак возможной жизнедеятельности бактерий. Впрочем, в Венском университете заметили в интервью сайту Space.com, что фосфин на Венере может быть продуктом разложения биомассы, или он мог появиться в результате химических процессов, не связанных с бактериями. О погоде в Москве сейчас 10 градусов, днем до 17, переменная облачность без осадков. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. 16 сентября вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, заместителем директора Уфимского офиса «Финам» Светланой Курбангуловой, поговорим про индивидуальные инвестиционные счета. Слушайте эфир в среду в 8:45. Башкирский государственный театр кукол возобновляет свою работу. 26 и 27 сентября приглашаем вас на премьеру спектакля «Гуси-лебеди». Жили-были сестрица Аленушка да братец Иванушка. И вот однажды... А что же было однажды? Приходите и сами посмотрите. Начало в 16 часов, категория 0+. У нас есть все. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В 8 часов 35 минут в Башкирии, в эфире «Эхо Москвы», в Уфе новости. У микрофона Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. В Уфе противники уничтожения Белорецкого моста вышли на митинг в поддержку протестующих в Беларуси. В начале июля 2019 года в городе Белорецк обвалился деревянный мост длиной 550 метров. Он был построен в 30-х годах прошлого века и считался городской достопримечательностью, но находился в аварийном состоянии с 2014 года. В ноябре прошлого года глава Белорецкого района Башкирии Владислав Миронов на инвестчасе в правительстве республики сообщил о принятии решения демонтировать мост из-за якобы невозможности восстановить его. Тогда он сослался на результаты независимой экспертизы. Жители города требовали сохранить объект.
В понедельник, 14 сентября, группа активистов организовала акцию протеста против уничтожения белорецкой достопримечательности. Также, по словам авторов сообщения, интересы власти находятся выше интересов людей, а выделенные из республиканского бюджета и частными инвесторами деньги в размере более 7 миллиардов рублей не были направлены на строительство моста. Далее цитата. «Спонсируются те объекты, которые как-то приносили звенящий доход. Наша история, здоровье, комфорт и умиротворение не конвертируются в рубли», пишут активисты. На митинг в Уфе обратил внимание телеграм-канал Нехта Лайв, который посвящен протестам в Беларуси, имеет более 2 миллионов подписчиков. Авторы канала поблагодарили жителей Башкирии за солидарность с белорусским народом. Секретарь СПЧ при главе Башкортостана обвинила защитников-общественников Аиля Алсынова в корысти. Соответствующий пост Зульфия Гасина опубликовала на странице в соцсети. По ее словам, общественный деятель не нуждается в дополнительной поддержке, а в случае, если члены регионального совета по правам человека предложат публично обратить внимание на ситуацию с Алсыновым, она выступит против этого. В парламенте Башкирии планируется обсудить вопрос о назначении Андрея Назарова премьер-министром правительства. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант». По данным издания, депутатам Госсобрания Республики будет предложено согласовать кандидатуру Назарова на должность премьер-министра на заседании в ближайший четверг, 17 сентября. И в конце выпуска коротко о погоде. Сейчас в Уфе плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается до 11 градусов. Весь день пасмурно и дождливо. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Руслан Валиев, Алексей Лучинин и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А сейчас мы перейдем к общению с нашим гостем, режиссером Риязом Исхаковым. Доброе утро, Риаз. Здравствуйте. Я напомню, номер для смс-ок +7 927 304 1051. Также должен сказать, вот в первой части еще планировал, что на этой неделе в Уфе состоится фестиваль «Город прав Уфа». У нас, получается, в пятницу, в субботу и воскресенье этот фестиваль будет длиться. Несколько мероприятий довольно интересных, на мой взгляд, содержательных будет на этом фестивале, в том числе секция, посвященная гражданской активности на примере Куштау. Победа гражданского общества или случайный успех. Вот эту секцию я сам, в общем, готовлю. В пятницу она будет. Для всех секций, для участия во всех секциях, в принципе, для участия в этом форуме нужно пройти регистрацию. Найдите в интернете, там, в Яндексе, в Гугле, или вот у меня на странице в Фейсбуке есть специальная ссылка «Фестиваль «Город прав Уфа». Регистрируйтесь и посещайте эти мероприятия. На мой взгляд, будет откровенная дискуссия, много важных заявлений наверняка прозвучит, и можно принять в этом во всем деятельное участие. Присоединяйтесь. Вот. А к вам, Риаз, первый вопрос, наверное, как раз по следам того, что мы с вами пережили вместе вот месяц назад уже, да, сегодня вот 15 сентября, 15 августа события на Куштау вошли в самую такую горячую фазу. Вы там были. Вы среди защитников Куштау и вообще шиханов, в принципе, давно? С самого начала? Находился на горе я давно. Угу. Как это сказать? Я снимал фильмы. Я снимал документальные фильмы «В поисках Акбузата», и там большой эпизод, даже, может быть, полсерии было посвящено как раз вот этим самым шиханам, истории шихан. И тогда вот для меня это было открытием, и для многих моих знакомых, кто посмотрел фильм, то, что это коралловые рифы, каким образом они образовались. Но это было... фильм вышел давно, и как бы... Я не знаю, насколько он выстрелил, его тогда купил Уфанет, он показывал, телевидение БСТ показывал, нет, по-моему, нет. Вот. И там мы об этом говорили и показывали, делали какую-то компьютер-графику,
то, что происходило на Таратау, да, я туда тоже приезжал несколько раз, но я как бы, понимаете, я не участвую активно на стороне там защитников или противников. Я нахожусь где-то, наблюдаю за этим с позиции как бы художника, кинематографиста. Ну вот то, что сейчас мы с вами имеем, да, Куштау получил охранный статус регионального значения. Вы как гражданин, как художник, считаете, что все, эта победа, история как бы завершилась, основная ее фаза как минимум, или все-таки еще не совсем завершилась? Нет, я разделяю, конечно же, радость защитников Куштау, то, что придали охранный статус горе, но все-таки я скептически отношусь к этому, потому что, есть ряд как бы примеров, почему мой скепсис, почему я оправдываю это. Я не доверяю, честное слово, не доверяю тем людям, которые, знаете, чиновники, да, малейшая провинность у чиновников, они там любят увольнять там, в своих рядах, своих там подчиненных, наказывать жестко, потому что там такая очередь желающих там стать еще чиновниками, подняться по этой карьерной лестнице. Вот. А в данном случае нет ни одного увольнения, как бы какие-то разговоры о том, что своих не выдаем, или там, а при этом сторонников, защитников Куштау при этом наказывают за малейшую провинность, там, отслеживают внимательно. Вот мне кажется, это главное подтверждение тому, что нельзя доверять и быть уверенным в 100% победе. Потому что в любой момент, как мне кажется, это же не раз происходило, на 180 градусов разворачивается решение власти. Там в любой момент, мне кажется, могут снять охранный статус, найти какие-то причины свои бюрократические. А как вам кажется, в чем корень зла вот в этой истории? Имеет ли... Нет, даже не буду подсказывать. Вот в чем проблема? То есть это власть республиканская, вот такая, как вы сейчас рассказываете, или все-таки эта проблема в том, что очень важна роль федеральных властей в этой истории? Я не знаю, я не делю так, что вот это проблемы республиканские, а вот это федеральные. Есть общие понятия, общие, такие как культура, какие-то психологические, человеческие слабости общие, такие как страх, такие как конформизм. Прежде всего, культура. Я не представляю такую ситуацию. Я вот ездил 2 года, работал, снимал в Исландии. Я не представляю, честно говоря, там такую ситуацию, как у нас. Это вопрос культуры. То есть не дошло бы у них до такого, в принципе, до такого противостояния? Если бы даже дошло, то на примере, вот когда случился кризис, там, знаете, люди, такая сковородочная революция произошла, и они отказались платить по каким-то там внешним долгам, и народ вышел на улицу. Там около Альтинг называется, по-моему, да, это что-то наподобие, Дума или... Парламент местный. Да, парламент исландский, там стоит такой памятник, монумент, расколотый огромный булыжник, расколотый таким стальным клином, и там написано о том, что народ имеет право на вооруженное восстание в случае, если правительство нарушает законы. Вот, это у них стоит в самом центре города. Почему у них или у нас, как у них невозможно, или у них, как у нас, народ другой? Или, не знаю, история другая, предпосылки разные? В чем проблема, на ваш взгляд? Мне кажется, не хватит 10-20 минут. Попробуем в 2 словах. Понятно, что сейчас до глубины Если веков. Кратко, культура. Уровень культуры, да.
Угу. Ну, мы идем по пути развития этого уровня культуры, или мы застряли где-то, или даже назад откатываемся, по-вашему? В каких-то случаях, ну, может быть, опять же, это мое лично именно ваше скептическое, да. Понимаете, очень часто обманывались. Вот, ну, с детства, в юности. Первое разочарование, которое было, это когда мы работали, мои родители актеры, мы работали, я наконец-то один поехал работать в Казань в театре установщиком декораций, там еще Оскар Абдразаков тоже работал, мы, ну, такая ватага детей актеров, да, вот. И я удивился, первое мое огромное разочарование в жизни было это то, что начальник оказался дураком. А начальник начальника тоже оказался, ну, они принимали такие решения, которые даже мы, и такие юные восьмиклассники, видели, что это все неправильно, что-то. Вот. И армия, и все, что происходит вокруг, оно насыщено как раз вот этими нелогичными или действиями, которые, все пропитано ложью. Ложью в той или иной степени, это иногда видно, это иногда спрятано, завуалировано. И мне кажется, ложь и страх, которые объединены, и у нас очень это все выпистовано, что ли, развито, это как некий смазывающий такой механизм действия, принятия решений в стране, взаимодействия с гражданами, между институтами. Вот оно порождает такие уродливые явления, как чинопочитание, лакейство, и все это трансформирует людей, как общество, так и людей, которые принимают решения. Понимаете, я не понимаю, каким образом можно допускать начальству, руководителям высшего звена, таких, как сказать, создавать такие прецеденты, что вот вокруг них все скачут, радуются, видно же, что поддельная радость, поддельные слова лести. И это становится им приятным, это доставляет удовольствие. И то есть они искренне понимая, что это все лесть, они все равно верят и радуются. Да. И те, кто это говорят, и тоже они понимают. Испытывают от этого, я даже не понимаю, испытывают удовольствие они или они это считают неким таким необходимым ритуалом. Но я уверен, что это трансформирует личность. И то же самое со стороны общества. Это сильно меняет, да. Общество это принимает, как минимум. А вот те люди, о которых вы сейчас, как я понял, говорили, это в частности интеллигенция наверняка, деятели культуры, они почему рады способствовать этому процессу перерождения в некотором роде? Вот на ваш взгляд. То есть вы, я так понимаю, в этом смысле стоите особняком и против основной массы своих коллег. Это что? Это зависимость от денежных потоков исключительно или что-то еще? Почему мы к этому пришли с вами, со всеми? Опять же, ложь и страх – главные двигатели. Почему мои коллеги не выражают активно свое мнение, почему они не встают на защиту справедливости? На самом деле люди находятся, мои коллеги, на разной степени, я себя не ставлю ни выше, ни ниже, но наоборот, мне кажется, что, наверное, я недостаточно правильно, грамотно, эффективно довожу свои мысли. Очень много людей, которые выражают свою позицию в своем творчестве, которые
пока говорят тихо, не в полный голос. Вот. Есть и такие, которые, вот, представляете, есть такие, которые как бы на худсовете, на каком-то собрании они разносят мою позицию в пух и прах, а встретив в коридоре, хлопают по плечу и говорят, что, знаешь, я ведь с тобой согласен. Так. Ну, понимаешь, у меня вот дети, у меня проект, я не могу. Это вопрос конформизма, степени конформизма. Хотя конформизм является таким неким двигателем в эволюционных процессах. Вот нельзя, не приспособившись, нельзя измениться под изменившиеся условия. Но когда условия не меняются, когда такая стагнация, застой, много лет, там 20 или сколько, мы находимся в одинаковом положении, я не понимаю конформистов, потому что ничего не меняется, и приспосабливаться под что? Под какое-то массовое воздействие. Вот это, кстати, важный вопрос. Как бы индивидуально мыслит человек или мыслит массовым сознанием, толпой, массой, стадом, или он думает только своей головой. А вот такой вот вопрос. Вот как вы считаете, через вот 7-10 лет Шахтау выработают до конца, и будет ли очередная попытка разработки остальных шаханов, да? И будете ли вы готовы и вот через 7, через 10 лет их защищать? Вот общество я прочитал, остынет? Я отвечу как бы немножко с другой стороны. Вот прочитал новость, она меня очень обрадовала, что в Оренбурге или в Оренбургской области завод появился, да, небольшой по производству соды, и при этом у них технологии там безотходные. Я не знаю, насколько это правда, это надо, конечно, как побольше об этом узнать, но эта новость меня очень обрадовала. Это получается, что, во-первых, не должно быть такой монополии, как мне кажется, как у соды, и пусть будет больше мелких предприятий, которые на конкурентной основе будут работать, и, естественно, им надо будет доказывать свою как бы безотходность или невредность своего производства. Да, экологичность своего производства. Мне кажется, чем такой огромный монстр, который может подмять под себя колоссальные как бы ресурсы, лоббистские ресурсы, вплоть до там каких-то высших чинов там из бывших КГБшников, там, да, мне кажется, такое не должно существовать. Я бы хотел вот то, что мы с вами до этого обсуждали, все-таки продолжить. Вот то, что вы перечислили, описали, в общем, мне лично понятно, но а что с этим делать? Вот история с Куштау – это предвестник каких-то изменений в лучшую сторону? Или это, на ваш взгляд, отдельная история, вспышка такая позитивная, и, в общем, дальше все будет по-прежнему? Вот вы как видите себе? Это яркая, светлая вспышка в 2020 году. Это как бы такое, на самом деле, это очень радостное событие, да, и оно нас, как выразился наш руководитель, он еще подобрал удачную такую формулировку. Не оптимисты, не... Романтики? Романтики, да. Нас, романтиков, видимо, как бы очень вдохновило, впечатлило. Я понимаю, что это предвестник. Да, вы правильно говорите, это предвестник. И такой пример, победы, как бы, да, победы, он многих людей вдохновил. И вот многие ищут ответ на вопрос, почему? Почему так произошло? Почему уступили? Почему? Да, это предвестник хороших. А вот те люди, которые выделились на этом фоне, да, активисты, скажем, молодое поколение, на ваш взгляд, должны ли воспользоваться, что ли, вот этим вот капиталом, социальным капиталом, и пойти в политику, начать за что-то бороться, что-то доказывать? Или, в принципе, вот все,
Как бы эта миссия на этом исчерпана уже у людей. Ну, это все от степени как бы пассионарности этих людей. Мне кажется, должны такого, это ненормальное понятие. Если человек хочет, если они хотят, то они будут этим заниматься. Если уйдут в свое как бы ремесло, в свою работу, бросят это, это их как бы решение. Я же не могу сказать, что я вот должен теперь только экологическими вопросами заниматься. И я занимаюсь тем, что я занимался всегда. Как вам видится на этом фоне отношение власти, прежде всего республиканской, к активистам движения «Башкорт»? Честно говоря, я не знаком лично и не хожусь глубоко в теме как бы национального движения «Башкорт», запрещенного. Ну да, есть решение суда. Вот. Но мне, знаете, как, опять же, как художнику, вот, честно говоря, противно такое обстоятельство, что вот мы вынуждены, называя организацию, еще туда ставить некую фразу запрещенного там судом или там чего-то. Где это? Это же где свобода слова? Почему нельзя просто сказать организация «Башкорт»? Почему нельзя? Почему нельзя назвать там Аль-Каиду Аль-Каидой, да? Или там Единую Россию, там, ее еще не запретили. Вот. Я к тому, что зачем все эти присказки, они являются такими, как сказать, программирующими такими фразами, понимаете, воздействующими на массовое сознание. Вот. И то, что как наша власть относится к организации массовой, как бы она ни относилась, власть увидела ее силу. Понимаете? Наверное, я не знаю, может, я ошибаюсь, наверное, все-таки как бы основная как бы движущая сила была, наверное, костяк этой организации, потому что для меня было тоже таким как бы открытием, что столько людей собрать. Вот мы там были как раз в день, когда пировала БСК. 15-го, в субботу. 15-го, когда там, значит, уступали в течение многих часов рубеж за рубежем защитники своей позиции. Вот, а на следующий день столько людей собралось, знаете, как бы ни относились, какие бы фразы не заставляли нас, людей перед микрофоном там произносить наши руководители по закону, они показали свою силу. 15 секунд на последний вопрос. Айрат Дильмухаметов, на ваш взгляд, должен быть на свободе? Я думаю, что нельзя наказывать, лишать свободы людей за их мнение, за их мысли, за их высказывания. Это уже в чистой воды Оруэлл. Спасибо большое, мы заканчиваем. У нас был в гостях режиссер Рияз Исхаков. Всем хорошего дня, до новых встреч. Всего доброго.